колесе, ой, прошел программу смерти, ползувыла с гробницы, Божья сила, аллилуйя, откупил Христос Адама, и весь род людский так само отчинил на правый небо, звался свету, аллилуйя. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с духом твоим. Пятая неделя Великодная. Сьогодні працюємо, що Ісус Христос з'являється виноградом, а ми з'являємося галинками. Сьогодні указання працюємо про галину, всіх, які є ось тут у нас в костелі. З'являємося галинками ми всіх. Добре це бути або древно? Бути галинкою. Добре, тому що коли Ісус Христос виноградом, Його доглядає сам Бог Отець, так само і ми приналежим до Ісуса Христа. Как мы не отлучались от Костола, а как мы свою веру захотели помножить. Эту святую мшу справуют за Татьяну 30 дней по смерти, просячи для ее радости життя вечного у володарстве небесном. Перепросим за все наши грехи, как мы нам с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охрану. Споведаемся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я веми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала нам вичиня Богу, а на землі спокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодаруя небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моление наше, який святий справа ручайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий,
Всемогутный, вечный Боже, беспынно узмацняй у нас деяния пасхального сакраменту. Как Ты, якого Ты отградил святым кросте, с допомогой Твоей лаской принесли богатый плен добрых учинков и досягнули радости життя вечного. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі владарить у єдності Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читання книги Діїв апостолів. У тыя дні, калі Саул прыйшоў у Єрусалім, ён спрабаваў далучыцца да вучняў, але ўсе баяліся яго і не верылі, што ён вучань. Тады Барнаба узяў яго і прывёў да апосталаў і расказаў ім, як у дарозе ён убачыў Пана, і што Пан казаў яму, і як у Дамаску адважна прапаведаваў у імя Езуса. Як разам з імі ён выходзіў і ўваходзіў у Єрусалім і адважна прапаведаваў у імя Пана. Размаўляў таксама і спрачаўся з эліністамі, якія хацелі забіць яго. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго у Цэзарыю і паслалі ў Тарс. А касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у боязі перад Панам і напаўняўся суцяшэннем Святога Духа. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Виконаю обіцяння перед тими, хто боїться Його. Нехай споживають бідні і насичаються. Нехай хвалять Бога ті, хто Його шукає. Нехай серце їхнє живуть навіки. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Успомните навернуться до Пана все межи земли, и поклонятся перед Тобою все племен и язычников. Только Ему будут поклоняться все, кто спит у земли, перед Его обличием упадут все, кто обертается у пыл. Але душа моя будет жить для Его. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Потомство мое будет служить Ему. Наступному поколению будут рассказывать про Пана и обвестят Его справедливость народу, який народится. Это вшинію Пан. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Читание первого послания святого апостола Яна. Дети, не будем же любить словом тимовым, але учинком и правдою. И по гэтым познаем, что мы от правды, и супокоим перед им наше сердце. Бо коли сердце наше осуждает нас, то Бог больше
больше за сердце наше и ведая усё. Умилование, коли сердце наше не осуджає нас, то ми маємо отвагу перед Богом. А в чим не попросим, отримаємо від Його, бо заховуємо заповіді Ягоні і робимо тое, що Йому подобається. А заповідь Його такая, как мы верили у ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного, як Йон загадав нам. І хто заховує заповіді Ягони, той живе в Богу, а Бог у їм. І по духу, якого дав нам, ми довідуємося, що Йон живе у нас. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Заставайтесь во мне, я в вас, скажа Пан. Кто застається во мне, той приносить богатый плод. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Chwała Тебе, Panie. В тот час Иисус сказал своим учням: «Я собральная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку во мне, якая не приносит плоду, Ён одрезає, і кожну, яка дає плод, Ён очищає, каб давала ще більше плодов. Ви вже чисті, дякуючи слову, яке я сказав вам. Заставайтеся во мне, а я у вас. Як галинка не може приносити плоду сама себе, коли не застанеться у виноградной лозе, так и вы, коли не будете во мне. Я виноградная лоза, вы галины. Кто застається во мне, а я у им, то и приносить богатый плен, бо без меня ничего не можете зробить. Кто не застається во мне, буде викинутий вон, як галина, і засохне, і збирають їх, і кидають в огонь, і вона згорає. Коли будете во мне, і слово моє у вас будуть, просите, чего захочете, и станется вам. В этом уславите Отца мой, в этом славится Отец мой, коли вы принесете богатый плен и станете моими учнями. Это слово Пана, хвала Тебе, Христе. Оттове, в Канаде, в году 1990, досить недавно, отбылся напад на банк, ограбление. Дамиан Симпсон украл 6 тысяч американских долларов. Нападал на банк с, конечно, пистолетом, револьвером. Конечно, его зловили, вельми хутка. И коли відбувався суд, було представлено оружие, якое, з яким він був. Оказалось, что человек хотел украсть 6 тысяч долларов, а сам имел пистолет забытковый, автоматичный, кольт 45-миллиметровый, который вартый был 100 тысяч долларов. Американских, не канадских. Этот пистолет был сделан в 1911 году, и ценность его была невеликая, и все концерны автоматов, пистолетов, оружия хотели его сделать. Для чего это я говорю? Вот сами мы так в нашем житии
не ведаем вартасці, якую мы атрымалі падчас Хрусту Святога, што мы з'яўляемся дзецьмі Божымі, што Бог нам заўжды благаслаўляе на кожную хвіліну нашага жыцця, не толькі што на гадзіну, не толькі што на дзень, але на кожную хвіліну. І ў ўсіх нашых працах, памкненнях Ён там ёсць, Ён прысутны. Але мы гэтага не заўважаем. Мы хочам у гэтым свеце украсці штосьці з нашага жыцця Божага, якое нам падаравана, што не вартае нічога, а наше жыццё мае вялікую вартасць. І часамі за наши дрэнныя паступкі крыўды зробленым другім людзям будзем таксама асуджаныя. І Бог скажа: вось які дар ты атрымаў. А што ты з яго зрабіў? Чи ты змяніў сваё жыццё? Ёсць шмат людзей, которые проповедуют атеизм, которые пробуют нас оторвать от виноградника. Этим виноградарем, как я сказал на початку святой Імши, мы сегодня прочитали, з'являється Бог. І кого він доглядає? Самого Ісуса Христа. Ісус Христос говорить: я виноград, виноградная лоза. Варто сказати, що ця промова відбувається на апошній вечері до апостолів. Незвичайна промова Ісуса Христа до апостолів, який вже дає своїм апостолам, як мають поступати. Вони ж ще не розуміють. Навіть потім, за некілька днів, дойде до них, про що говорив Ісус Христос, показуючи, що Він з'являється лозою звичайною. А як ми з'являємося калинкою, яка приклеєна до цієї лози, то ми так само приналежимо до цього винограду. Брати і сестри, не може існувати костюл без Христа. Не може існувати Христос без костюла. Бо ми про це вельми часто забуваємо. Бо це таке сужество неразривне. Бо Христос здійсняється у сакраментальних знаках в костеле. Костел живе, дякуючи Христу. Одно на одне опирається. Коли будемо щось відривати, то ми будемо непригодні. Ми будемо покинути Його. Один із останніх філософів, атеїстів, вельми знаних в семінарі, ми так само про них говорили, Фридрих Ніцше, который говорил между одним, что о смерти Бога, а и так само говорил, что человек есть понад человеком, откидаючи тем самым Пана Бога, что сам человек может керовать другими людьми. Брати и сестры, не знаю, чи знаете, який марний лёс этого философа был. Густав Грудзёнскі написал шмат аповестяў. В одной из них так само написал историю останніх хвилин життя Фридриха Ніцше. Написал так: той закончил у психиатричной больнице для хворых умственно. Ніякого слова він не промовляв. Його на інкартатеці, яка засталася у шпиталі, з апошніх годов ягонага життя написані дрэнныя речі, які він поводив. Він то, що видаляв, то і їв, этим так само обмазывал стены, то, что выдалял, это сам и пил. И не было никаких слов, не промовлял ничего. Одно пошлое слово, якое промовил в году 1990-м, это было у месяце августе, когда помирал, был тогда у своей родной сестры. Это слово звучит так: бедный Христос. Чому? Бо зрозумів, що бідний Христос, дякуючи тому, що Він робив, дякуючи тому, яку літературу Він після себе оставив, навчаючи, чим єсть, так само дякуючи Ягоній науці, які говорили, і гітлеризм, германізм розвивався за часов Гітлера. І він так само черпав цього інформацію.
то чоловік понад чоловіком. На це звертав увагу. Брати і сестри, що показує життя звичайного чоловіка? Вельми знаного філософа сучасного, атеїста, що коли оторвемося від Пана Бога, то ми так само не будемо наказані за своє поводження. Викинуть його. Нікому не потрібно. Сам не відає, як поводить. Падає ніже землі, ніже узровню чоловічого. Чоловік понад все, і сам падає ніже узровню чоловіка. Но так і ось історія показує неоднократно, що той, хто супроть Пана Бога іде, того Бог не карає, того Бог шукає на різні способи, різні випробування. Хоче того чоловіка вернути до себе. Бо Бог не карає чоловіка, а це треба пам'ятати. А Бог з любов'ю посилає часами якісь проби, щоб чоловік вернувся в землі в своє життя. Або на різні способи пробуємо вирватися з Божої любові. Є шмат приповістів Бруно Фереро. У семінарі Евхаристії Бруно Курюська книжку 365 приповістів Бруно Фереро на кожен день. Одна из них, которая бы пасовала на сегодняшней Евангелии, это про два голубенькие камушки, которые лежали у речце. И они этой водой были порушены, они так само двигались, дякуючи этому потоку, який був у речце. І певного моменту хтось їх з этой речки виловив. Кинули в якусь грязь. И на початок могли пошевелиться, а их движение было ограничено, и в певном моменте застыли. Оказалось, что это был бетон, звичайный бетон. Лежали и сумовали эти камушки в этом бетоне, а в певном моменте по их начала всплывать вода час от часу. Им это начало подобаться. И зашли у сябровства с этой водой и сказали так: ведаешь что? Ты так по нас впливаєш нам приємно. Але давай, коли будеш впливати, ще наступні рази, будеш нас трошки подмивати, як ми могли основу отримати эту свободу. Ну и вода начала их подмывать, так что эти камушки уже начали шевелиться, уже отчували, что они уже амаль вольные и в певном моменте выпали, так моцно радовались и спали здесь вниз. Так моцно были рады этому, что они свободные, и в певном моменте подняли свои очи, как поглядеть у гору, где они были, и убачили, что они были у мозаице, у обличия Иисуса Христа. И в этой мозаице самого Иисуса Христа внутри мозаицы были вельми важную роль отыгрывали. Были учни Иисуса Христа. А для того моменту з зеленицей выпал эти голубенькие камушки, а Иисус стал сам слепый. Затасковали они, зрозумели, якую пригожость творили, на разные способы думали, як там с поворотом вернуться, как собрать, как снова вернуть эту пригожость, этому образу. Когда так думали, пришел конец их життя. Пришел растерянный наша пани Тереса, взяла и выкинула их в кошик. И конец таки этим камушком пригожему життю. Браты и сестры, про что говорит эта приповесть? Ну про нас, что мы уложенные в план Божий. И в этом плане Божьем мы на разные способы думаем, что нас Бог ограничает, что мы не знаем, что мы обязаны чем-то привести в костюм, что мы обязаны так само зраниться вечером помолиться, что мы обязаны так само вести доброе христианское житье, сходно как належит нам, христианам, что мы все это обязаны, и эти обязки нас ограничают, и некоторые шмат, кто пробует вырваться, и вырвались, и упали на низ, и лежать в этом болоте, не хочешь подняться в гору, бо боятся зразуметь, что они вырвались з винограднику, Божого винограднику, яким з'являється костюм. Просим, брати і сестри, как те слова, які ми сьогодні почули у Святой Євангелії, были для нас за правда. Кто застається во мне,
а я у ім, той приносить багатий плон, бо без мене нічого не може зробити. Як це хтось скаже остаться у Пану Богу? Варто отчинить эту самую Евангелию и прочитать несколько сказов далее, и почуем заставаться во мне. Это означает выполнять Божьи заповеди. И теперь мы вертаемся до другого читания, в яком написано, а заповедь Ягоная такая, как мы верили у имя Сына Его Иисуса Христа и любили один одного, як Он загадал нам. Такая это заповедь. Заповедь любовь. Это ожидаем, как мы любили один одного, и этим самым тревали в этой мозаице Божьей любови. Аминь. Веру в одинакового Бога Отца Всемогущего, Творителя неба и земли, всякого вашего имя вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял про старого, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, який поєднав нас з собою у своїм милованим Сині Єсусі Христі, внесем вдячностью наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, Христовое тело, как усе его узнался и мкнулись до святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за бискупов нашей краины, как их пасторские инициативы служили на користь всему народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об єдності згоді між народами, щоб спокій, який дає нам збавця, запанував у серцях усіх людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які розмірно клопотяться по своїм добробиті, щоб вони уміли згоджатися з Божою волею. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яких докарає сумління, щоб вони знайшли спокій у сакраменті покаяння і поєднання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как удел Святой Мши поглублял нашу едность с Богом и людьми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особенно за Татьяну, он по смерти, как добрый Бог, принял у благодарства и супольности с воскресным Паном, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, ты перед смертью воскрешения Твоего Сына заключил заповедь человечества, выслухай нашей молитвы, кируй нами, как наши учинки завсёды были сходные с верой, якую мы вызнаем про Христа, Пана нашего. Аминь. Не бойтесь, життя любові, для той любові варта жить. Не бойтесь,
принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже, Ты працудовный обмен даров, який открывается у этой офяры, и робишь нас удельниками Твоего божества, учеников мы, познавши Твою правду, послідовно керовались ею в наших учинках, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим имя Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Справді годна вета і справедлива, слушна і сподобна. Как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больше урочисто пещали Твою хвалу. Коли Христос был вероватый, як нашая Пасха, бо Он собравное ягнё, и Он взял грехи свету и с моею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам житё раз свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа, а хоры анёлов разом з усіми святыми śpiewaють Тебе гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолов Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары, прасовім Духа Твайго, как яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich. Znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «П'ярийте і пійте з його все, бо гэта ёсць келих крыві маёй нового і вечного заповету, якая за вас і за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грехов. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта великая таямница веры, обращаем все Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение.
Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как бы всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про костел Твой рассеянный по всем свете, досконально помню Боги разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай про слугу Твою, Тетяну, якую Ти 30 днів тому назад покликав до себе з этого світу, дозволь їй, яка стала праз хрост подобними у смерть для Твоего Сина, так само удельничать у Его воскресении. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, и дозволь им уважить светло обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłujся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным князем Брониславом Маркевичем, и всеми святыми, які спрадліво подавалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, празу все веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, чтобы полные вдячности смиряемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не ввод нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво упокоить дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое богатство и мост, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Баранку
Ось баранок Божий, пусть той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечернюю. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Мертвых ползал, мертвых ползал, Избавитель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. О, смерть, ты делася смерти, даешь твою жалость, где твоя вера много. О, смерть, ты делася смерти, даешь твою жалость, где твоя вера много. Мертвых ползал, мертвых ползал, Избавитель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Узрадуйся, узрадуйся, братья, любовью снежной, тому, что воскресил. Узрадуйся, узрадуйся, братья, любовью снежной, тому, что воскресил. Мертвых ползал, мертвых ползал, Избавитель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя.
спевать. Мы с вами радим, с ним разом жить будем и будем спевать. Мертвых ползал, с мертвых ползал, Избавитель наш. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, Пану заспявай. Аллилуйя, Пану заспявай. Аллилуйя, 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 Пану заспявай. С мертвых повстал Збавитель наш. С мертвых повстал Збавитель наш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. С мертвых повстал Збавитель наш. И Он воскрес, и Он живый. И Он воскрес, и Он живый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И Он воскрес, и Он живый. Иисус у славе прийде знов. Иисус у славе прийде знов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус у славе прийде знов. Молимся. Просим Тебя, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил найсвятейшим сакраментам. И ученикам Ён покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах. Раз Христа Пана нашого. Объявы 29 красовика у понеділок свято Святой Катерини Сієнської Панни і доктора Костьола опікунки Європи. 1 мая у середу успомин святого Юзефа Ровесника. 2 мая у четверг успомин святого Атаназия, бискупа и доктора Костьола. И 3 мая у пятницу свято святых Филиппа и Якуба апостолов. Празднуем весь месяц май после святых імшаў вечаровых у 19 будем отправлять на божество маёвая. На гэтым тыдні прыпадае першы чацверг месяца, дзень малітваў аб новых пакліканнях да службы святарскай законнай і місійнай. Першая пятніца месяца, дзень малітваў да Найсвятейшага сэрца Пана Езуса, і субота, дзень малітваў да Маці Божай. Адорацыя Пана Езуса ў Найсвятейшым сакраменце на гэтым тыдні ад 14 до 19. Так само тиждень тому назад был до нас выстасованы, написаны лист про арцибискупа Юзефа Станевского, а так само про біскупа Александра Яшеўскага, у якім говорится про дар для костела на Могилевщине. В этих нескольких словах весь этот лист складается. Есть такая махчимость складать ахвяры свои на костел, який находится у Могилевщине. Там так само будується якась святиня і різні потреби. Так само з тилу ззаді знаходиться скарбоночка. На этой скарбоночке лежать такі карточки, дар серця для костела з молитвою, коли ласка можна, коли хто жадає, взяти ці карточки, коли хто жадає, так само може кинути сюди якусь копейку. Эта акція буде проводиться аж до червня. Є така можливість, коли хто жадає скласти якусь ахвяру на костел на Могилевщине, за якою щиро
складаем удячность. Дякую вам за ахвяраванне на будову святыні, за супольную індывідуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы, так само тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, именины, юбилеи, кто чакае нарадзіў дзяцей, за добродеев, ахвярадаўцаў нашей парафіі, так само новых добродеев будаўніцтва санктуария Божьей милосердности, и за нас, кожнага по особку, отдаючи под опеку Матери Божией Руженцовой, Твоей обороне остаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погождай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас отсюда. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. У наступную неделю так само будет освячение воды, кто пожадал, можно будет с собой и принести з нагоды першей недели месяца. Дякую, великий, чтобы ёсць, каб вас не было, да и мне бы не было, потому примите Божие благословение. Заюся тем, что мне застало подаровано задарма. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасад злого духа, покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія нас будущнують по свете. Аминь. за наших близких померлых, за померлую Татьяну. Владыка неба, устешься, аллилуйя. Вот той, кого Ты под сердцем носила, аллилуйя. У воскрес он, як предказывал, аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя. Веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес, Пан правдива, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты просу воскрешения Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполним себя радостью. Учини просим, как про заступництво Его Мати, Панны Марии, мы отрымали радость вечного життя, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спред веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Добрый Езу наш Пане. Дай им вечное спасибание. Заспеваем на заканчение. Номер 6 на листках. Радуйся, небо,